Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто без вас страдает, тоскует и слезы льет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим, кто этот человек. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Так, ничего себе. Смотрите, по вам тоскует тот, с кем сплетены ваши жизни, с кем сплетены ваши судьбы. Именно этот человек тоскует и страдает по вам. Где-то далеко от вас этот человек находится, как вынужден находиться. Ну, либо недавно вот куда-то вот он уехал, да, и без вас очень сильно начал страдать. Раньше ему казалось, что это нормально, да, он может там с вами расставаться, либо долго вас не видеть, но в последние 2-3 месяца что-то кардинально в его отношении к вам поменялось. И вот эту разлуку он очень тяжело воспринимает. Смотрите, человека вы этого точно знаете. Возможно, это ваш муж, который уехал по долгу службы, либо по каким-то рабочим вопросам. Может быть, это ваш поклонник, да, парень ваш. Может быть, вы в интернете с ним, да, общаетесь, живете в разных городах, либо странах. Вот далеко от вас этот человек сейчас находится. И так ему плохо. Прям ломает его всего. На душе кошки скребут. Сердце прям слезами умывается. И прям как болеет он без вас, как чахнет он без вас, как вкус и интерес к жизни теряет. Вот ничего его не радует, ничего ему не интересно. Даже то, что любил, позабыл, понимаете? Там, любил вкусно покушать, любил там, с друзьями там, встретиться, отдохнуть. Теперь не хочется, не хочется, только к вам хочется, только вас хочется, только с вами хочется, понимаете? Вот такая сильная перемена в нем произошла. Знаете, хочу вас поздравить. Очень похоже, что человек наконец-таки вас оценил. Оценил по справедливости, по любви, хочется сказать, оценил. Да? Вот наконец-таки понял, кто вы в его жизни, кто вы для него, насколько ценны и важны. Ведь именно вы делали его счастливым. Ведь именно вы делали его жизнь комфортной, приятной, такой, знаете, беззаботной и радостной. И вот теперь без вас хоть волком вой. Я вообще думаю, что он и воет. Да? По ночам особенно воет без вас. Там всякие ему там страшилки на ум приходят, что вы там с другим, что вы там чем-то занимаетесь нехорошим, да? Что вам весело, что вы о нем не вспоминаете, что вы там забываете его, сидите и специально забываете. Кстати, у кого-то так и отыграется, сны ему страшные снятся, где вы, например, с другим, либо где вы, например, его забыли, не помните. И такая говорите: мужчина, а вы кто? Да? Зачем руки ко мне тянете? Зачем вы меня тут поцеловать пытаетесь? Да, девчонки, прям страдает. Тут видите, как черти перед глазами у него пляшут. И он, как этот айсберг, да, в океане. Холодный, одинокий, никому не нужный. Знаете, я вам так скажу. Вот эта разлука между вами, она на пользу пойдет. Когда вы с этим человеком встретитесь, а вы обязательно с ним встретитесь, каждый, конечно, в свое время, каждая в свое время, вы его не узнаете. Он совсем другой будет. Он будет на вас смотреть, как преданный щенок на свою любимую хозяйку. Не просто как влюбленный мужчина на женщину, а как именно преданный щенок. Слушайте, ну прям
Такие метаморфозы с ним сейчас происходят. Вот как будто бы сердце наконец-таки научилось любить. Вот как будто бы дошло, вот спустя это все время, да, до него дошло, что любил он только вас. И что только вы, женщина всей его жизни. Вот что с ним происходит. Ну, жизнь и судьба ваши переплетены. Видите, вот крестик стоит. Вы уже соединены. Вы друг другу как судьбой даны. Так что, мои хорошие, любит он вас, полюбил. Не то чтобы даже полюбил, а наконец-таки принял эту любовь. Может быть, долго от нее как-то так отворачивался, не хотел признавать. А вот как пришлось ему без вас побыть, так сразу все понял, сразу все принял. Еще тоскует по вам ребенок. Ребенок либо, но это ваш ребенок, либо воспитанник, воспитанница ваша, либо внук, внучка. Вот вижу ребенка, который постоянно о вас вспоминает и очень хочет к вам, ну вот с вами быть, у вас в гостях, например, быть, либо общаться с вами. С правой стороны, то есть очень похоже на родственную связь. Хотя, может быть, вы педагог, и у вас вот есть любимый ученик, либо ученица. И прям очень-очень тоскует и очень скучает. Справа. Еще женщину вижу. Женщину. Для этой женщины вы в свое время очень много всего сделали. Вы для нее были как сестра, как мама, как самая лучшая подруга. Вот. Сейчас, опять же, нет между вами общения, причем мне кажется, что это ваша подруга куда-то делась, да, эта женщина куда-то делась. И плохо ей сейчас, плохо. Не с кем не поговорить, не посоветоваться. А может быть, вы с ней поссорились, да, такое тоже могло быть. Вот, прям слезы льет по вам, как по прекрасному другу, подруге, которую она потеряла. Очень ей не хватает вас, ваших мудрых советов, ваших добрых наставлений, вашего плеча дружеского, понимаете? А может быть, она и родственница ваша, так тоже может отыграться. Может, вы близки были с какой-то своей родственницей. Но по ее же причине, по причине этой женщины, вы сейчас не общаетесь. Ну, либо она куда-то уехала, либо вы поссорились. А теперь хоть плачь, хоть скачь, тоскливо, одиноко, и никого рядом своего родного нет. Но эта ваша подруга, либо родственница, она будет искать шанс с вами то ли примириться, то ли опять подружиться, то есть связь наладить, да, чтобы вы могли общаться. Прям очень ей вас не хватает, очень-очень сильно не хватает. Так, еще. Ну, здесь я вижу, вы где-то либо с кем-то работали, сотрудничали, может быть. Причем, смотрите, предыстория такая. Скорее всего, вы все делали правильно, честно, профессионально, а с вами как-то не очень хорошо обошлись. Ну, прям совсем нехорошо, давайте будем честными. Вот. Даже что-то плохое вам сказали, могли не заплатить, как обидели вас там. И вижу я того, кто главный в этом месте, главный. Ну, либо все на своих плечах несет, да, может быть, это какой-то менеджер среднего звена, который за всех отвечал, да, например. И этот человек теперь локти себе кусает, что вас потерял. Потому что так как вы, никто работать не может, не способен. Нет таких профессионалов, как вы. Нет таких порядочных сотрудников, как вы. И теперь всегда вас вспоминает со слезами на глазах. И в пример вас ставит, и все надеется найти похожего на вас сотрудника. И очень, кстати, хотел бы, либо хотела бы, может, это женщина была, чтобы вы в один прекрасный день назад вернулись. Вот в таком ключе идет информация. Ну, там плохо, вам там плохо было, вам там не нравилось. Хотя вы все делали и правильно, и честно. Ну, вот с вами как-то плохо, дурно поступили. А теперь видите как. Понимают, что не вернетесь. И при этом локти себе кусают, потому что такого классного профессионала потеряли. Да, вижу, что человек вы светлый.
Вижу, что многим вы по душе, многим. И вообще вы личность такая запоминающаяся. Вот с кем бы вы где ни встретились, с кем бы вы где ни пообщались, вас люди очень долго помнят. И помнят именно с хорошей, с положительной стороны. Ну, потому что человек вы такой светлый, добрый, никому ничего плохого не делаете. Но и враги о вас тоже не забывают. Потому что вы, конечно, не враждебный человек, но враждовать вы тоже умеете. То есть вы себя в обиду не даете. Тут, кстати, есть пару персонажей в шрамах от вас. Ну, враждовали, и люди за это поплатились. Теперь шрамы на себе носят. А шрамы, они болят, о себе часто напоминают. Да, вы никого не обижаете, но и вас обижать тоже нельзя. Потому что вы за себя и постоять можете, и достойный отпор, да, любому врагу можете дать. Да еще и высшие силы сверху накинут. Потому что светлый вы человек, а таких людей нельзя ни в коем случае обижать. Никому и никогда. Так, мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.